Социальный контракт как поддержка от государства, который помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию для самых незащищенных слоев населения. В Тамбонском районе в 2022 году по соцконтракту получили поддержку около 150 семей, которые нашли применение средствам в различных отраслях деятельности. Всего на эти цели было направлено более 24 миллионов рублей. Многодетная мама Екатерина Соколова из поселка Хандыга, сидя в декрете, нашла себе работу в сфере красоты. Началось все в 2019 году с увлечения архитектурой бровей и макияжа, а в октябре 2022 года, благодаря социальному контракту по линии Управления социальной защиты населения, она открыла свою студию перманентного макияжа. Мне здесь очень хорошо помогли, полностью вели меня от начала до конца, от документации до результата. Вот. Там я сделала бизнес-план, четко знала, что хочу студию. Отучилась я еще задолго до этого, но там с девчонками мы работали на квартире, но я хотела именно студию, для этого нужны были средства, чтобы заменить оборудование. Вот у меня было недорогое оборудование, я уже, в общем, хотела получше. Вот, и получилось взять социальный контракт, мне одобрили. Что я приобрела? Кушетку приобрела, стол свой, оборудование, машинку, расходный материал. Мне хватило на все, у меня средства еще даже остались, я еще на эти средства иной раз покупаю, и чеки складываю, конечно, потом нужно будет отчитаться. Студия перманентного макияжа находится в бизнес-инкубаторе, который предоставил помещение на льготных условиях. Екатерина, как мама, находящаяся в декретном отпуске, приходит на работу после обеда на часа 2-4. Сейчас Екатерина Соколова – одна из востребованных мастеров перманентного макияжа. 2021 год она считает самым прорывным в профессиональном плане. В тот год Екатерина съездила в Москву на курсы к именитому визажисту Гоар Аветисян. Эта поездка дала не только большой толчок к развитию, но и огромное вдохновение. Хотя путь к профессии был не столь простым и легким. Екатерина много училась и до сих пор учится, чтобы быть лучшей в своем деле. Благо, родные поддерживают ее во всех начинаниях. Когда только отучилась, приехала, столкнулась с тем, что не получалось. Вот, это было не то, что мне нужно. Приходили на коррекцию. Я была недовольна тем, что было. То есть у них ничего не было, скажем так, после первой процедуры. Вот. У меня сразу возникла мысль, что мне нужно еще учиться. Я прошла еще курс прошла. После этого вот оно пошло. Это все опыт, все, сложности только профессиональные. Вот, найти клиентов несложно. Мне важно, когда я приняла решение учиться, почему я не отучилась в Якутске, потому что не нашла для себя подходящего обучения, потому что мне важно было качество, и это было не то, что нужно. Вот. И на сегодняшний день я работаю именно на качество, для того, чтобы мои клиенты возвращались ко мне, они одноразово приходили, и я могу это дать. То есть я именно про красивый, качественный, поверхностный, временный, перманентный макияж, который смотрится очень естественно и красиво. С каждым разом число желающих получить услуги перманентного макияжа становится больше. Расширяется и география клиентов, которые находят мастера через социальные сети или рекомендации постоянных клиентов. Вот и в день съемок клиентка из Карачаева-Черкесии впервые воспользовалась услугами Екатерины Соколовой. Как вам результат? Ой, Кать, спасибо большое. Все очень-очень нравится. О таких бровях я могла только мечтать. Спасибо большое Екатерине. Я очень довольна бровями. Сама я приехала из Карачаева-Черкесии. Там я не могла найти такого мастера. В Тамбонском районе ежегодно увеличивается выделение средств по социальному контракту. В 2021 году было заключено 127 контрактов, а в 2022 – 147 на сумму свыше 24 миллионов рублей. В прошлом году 147 малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам была оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта. По направлениям на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности было заключено более 40 социальных контрактов. На развитие личного подсобного хозяйства было заключено более 20 социальных контрактов.
Благодаря социальному контракту сотни людей нашли свою нишу на рынке труда. Быстрыми темпами развиваются услуги по доставке быстрой еды, услуги по изготовлению мебели, услуги по изготовлению кованых изделий, услуги салона красоты. А в сельских поселениях в основном это услуги по распиловке мяса, занимаются также овощеводством, оленеводством, разведением КРС, кур. Виктория Метрикова 25 лет трудится парикмахером. В бьюти-сферу она пошла по стопам матери. Все детство она видела, как ее мама Татьяна Владимировна преображает людей за считанные минуты и дарит им прекрасное настроение. После школы не было сомнений, только парикмахерское искусство. Сейчас Виктория Анатольевна – мастер-универсал, который предлагает весь спектр парикмахерских услуг детям, женщинам и мужчинам. Когда я работаю, я счастлива. Что я работаю с людьми, я к ним прям, не знаю, я с ними общаюсь, все знают меня вообще как мастера. Некоторые бывают, да, заходят чужие, как бы не свои постоянные, конечно, клиенты. Сидит в кресле, я как 25 лет уже работаю мастером, а мне передается уже их, не чувствую я их, что он сидит, боится подстричься. И говорю, успокойтесь, сейчас все будет хорошо, вы сидите в кресле у мастера. Все, вроде бы как бы полегче становится, смотрю, но не совсем. Но когда я делаю окончание, вывод работы, то улыбается, вижу в зеркало улыбку, и уже довольный клиент. Я говорю, ну вот, видите, а вы боялись. Парикмахером работать очень сложно. Это надо стоять на ногах целыми днями, это руки постоянно кверху. Я, конечно, за такой длительный срок, да, я уже привыкла к этому. Но это все, конечно же, спина, и ноги, и руки. Это все надо реабилитационные центры, это надо себя поддерживать с молоду. За эти годы Виктория Метрикова не раз меняла место расположения салона. Последние 10 лет работала на дому, но позже была вынуждена закрыть свое дело, так как дом подлежал сносу. Потом трудные пандемийные годы, проблемы со здоровьем. В 2022 году решила снова открыть свой парикмахерский салон. И тут на помощь нашей героине пришло государство. Виктория узнала о социальном контракте на 350 тысяч рублей. И в октябре прошлого года состоялось торжественное открытие парикмахерского салона. И мне предложили вот эту государственную помощь. Я, естественно, обрадовалась и решила стать самозанятой, сделать у себя в квартире, так как аренда очень везде дорогая. Вот. И поделила квартиру на 2 квартиры, сделала тамбур на 2 квартиры. Все мечтала я вот такие диванчики кожаные купить и стеллажи, чтобы у меня была белая мебель. Вот, мойка там, ну вот такое вот все. Чтобы, короче, на ремонт вот ушло, конечно, там надо было и канализацию сюда проводить, и все вот это все деньги. Для своего салона Виктория отвела гостиную в квартире, где подвела водоснабжение для мойки, оснастила необходимым оборудованием, и снова клиенты потянулись по протоптанной дорожке к любимому мастеру. На стрижку к Виктории Анатольевне едут со всего района. Работает она без записи и до последнего клиента, что особенно удобно для жителей сел, которые между делами успевают и стрижку сделать. Ну, большинство у меня дети и мужчины. Почему? Потому что стрижка длится где-то модельная 7-10 минут, я стригу. И им это нравится, что я стригу без записи. И они в любой момент, мужчины не любят записываться. Почему? Потому что они сегодня проснулись, и они хотят сегодня подстричься. На завтра они не знают, что у них будут. Это у женщин все запланировано как бы. Записи, походы в парикмахерские, косметологи там, да, бровисты. Вот. А мужчины, у них как-то все вот так вот. И поэтому они у меня приходят, даже если есть какая-то там очередь, как-то люди, если есть, то они не вопрос, они всегда подождут. Ну и я, конечно же, стригу до последнего клиента. Даже если у меня кончился рабочий день, и они пришли, я в любом случае их подстригу и не отпущу, пока они не уйдут, ну, как бы, пока не подстригутся. Виктория Анатольевна Метрикова – человек с большим сердцем. Вот уже свыше 15 лет она делится теплотой своей души, делая стрижки воспитанникам социально-реабилитационного центра «Светлячок». И дети не виноваты. Некоторые дети вообще впервые в парикмахерской, они даже не знают, что это такое парикмахерская.
И потом я их стригу, делаю их счастливыми, они уходят довольные отсюда. Я стригу уже, да, более уже 15 лет, вот стригу бесплатно детей таких вот. Я их люблю, они вот собственными руками мне делают подарочки. Сейчас вот зайчонка сделали мне сами, подарили. Очень приятно, когда, конечно, дорог подарок, когда сделан своими руками. Тем более детьми, которые так счастливо идут ко мне. Виктория Метрикова – мастер-универсал, но тем не менее 2 раза в год обязательно выезжает на курсы, следит за модными тенденциями. Я езжу каждый год, 2 раза в год на повышение квалификации в городе Якутске. Езжу в салон, где я работала. Вот. Ну и прохожу такие, как бы, ну, такие недельные, там 5 дней, когда 3 дня бывает. Какие-то такие курсы просто для себя. Никакой мне сертификат никто не дает об этом. Я его и не прошу, он мне не нужен. Мой сертификат – это мои руки. Мои руки, где-то какая-то челочка новенькая, где-то какая-то там прическа, там где-то... Все равно, в принципе, один, но где-то что-то, какие-то новинки, конечно, есть каждый год. Прическа вообще играет роль, как вы думаете? Прическа очень играет большую роль. Это все. Прическа – это все, конечно. Я так считаю, что прическа и обувь. Вот. Потому что все-таки прическа, если она есть, человека встречают уже по-другому, правильно? Вот как бы даже если он в рабочий одет, и у него окантовочка, он подстрижен, сразу уже видно, что он молодец. Уже встречают по-другому совсем. В рамках социального контракта средствами также можно оплатить профессиональное обучение или переобучение. Помощь будет оказана в течение первых 3 месяцев при трудоустройстве. Так государство на местах помогает людям с небольшим доходом выйти на лучший уровень жизни.